17 мая Ахмеджит стал местом проведения важного события для всех, кто заинтересован в сохранении памятников культурного наследия крымских татар. Здесь впервые состоялась научно-практическая конференция «Здесь Родины моей начало. Приоритеты развития краеведческой деятельности». Это мероприятие организовано под эгидой Крымского научного центра Института истории имени Сагбудина Марджани, Академии наук Республики Татарстан, с организацией с Духовным управлением мусульман Республики Крым и города Севастополь, и также редакцией газеты «Голос Крыма-Нью». Цель этого мероприятия – обсуждение актуальных современных вопросов краеведения в широком таком тематическом диапазоне, от источниковедения до охраны памятников и искусственного интеллекта в деле сохранения историко-культурного наследия. То есть программа довольно-таки насыщенная. Отличительной особенностью конференции стал ее открытый формат, объединивший не только экспертов, но и широкую общественность. У нас подросла молодежь, и дальше взрослеют следующие поколения. У них масса новых интересов, которые активно проявляются в социальных сетях. И вот чтобы придать вот этим инициативам академический научный характер, в этом идея вот этой конференции. В конференции приняли участие около 20 специалистов из различных регионов Крыма. Это были историки, филологи, культурологи, а также сотрудники музеев и библиотек. Широкий географический охват участников и публичный характер обсуждений позволили по-новому взглянуть на вызовы и перспективы развития краеведения. Моя сегодняшняя тема касалась сохранения объектов культурного наследия. В Крыму действительно довольно много памятников, которые сегодня уцелели, но при этом они находятся либо в запустении, либо в частной собственности, где собственник не заинтересован в том, чтобы сохранить данный объект культурного наследия. И возникает вопрос, что сделать для того, чтобы какое-то конкретное здание школы, здание мечети, какое-то кладбище старое сохранили свой внешний облик и в дальнейшем дошли до будущих поколений в том состоянии, в котором они есть хотя бы сегодня. Настоящая конференция посвящена краеведению, а составная часть краеведения – это топонимия. К сожалению, в этом направлении у нас делается очень мало. Мы не только не сохраняем исторические топонимы, а идем по проторенному пути. Можно, конечно, радоваться, что вернулись улицы Александра Невского, Долгоруковская, Петропавловская, Потемкинская, но должен быть и жест доброй воли в сторону тюркской топонимии. У нас были и бульвар Крым-Кирея, переулок Вакуфный и так далее. А что мы имеем? Тот же переулок Вакуфный – это сейчас тупик Чехова. Ну, давайте уж сразу сделаем два добрых дела. Это позорящее имя великого писателя, название «Тупик Чехова» уберем и вернем историческое название «Переулок Вакуфный». Моя тема относится к газете «Терджеман». Точнее, я рассматриваю эту газету как один из важных источников в деле изучения историко-культурного наследия крымских татар конца 19-го, начала 20 века. Я рассматриваю, как описывалась повседневность крымских татар в этот период, какие фонтаны строились, какие важные события происходили в жизни крымско-татарского общества, что происходило в жизни мурзачества, какие были у нас меценаты. И очень много неизвестных фамилий на сегодняшний день можно найти на страницах этого издания, который может прекрасно дополнить любое исследование наших начинающих краеведов. Тема нашего доклада – как меняется мир, как цифровизация происходит, как живая история должна превратиться из пыльных книг в цифровой архив, по которому можно легко навигироваться, искать структурированно, искать в контексте, искать с помощью искусственного интеллекта, оцифровывать с помощью искусственного интеллекта. И каким образом нашим людям, которые занимаются исследованиями, помочь в навигации по информации. Это хороший шаг. И вот центр Марджани, научный центр, проводит очень хорошую работу в этом отношении. Они делают ту работу, которую должны делать многие наши научные центры и высшие учебные заведения. Но наши этого не делают или делают в ограниченном виде, а вот они более свободны в своих действиях, поэтому результат видим.